В середине VI века на просторах Евразии возникла одна из самых величайших в истории человечества империй, получившая название Тюркский Каганат. Всего лишь за 20 лет его непобедимые войска сумели завоевать территорию от Желтого моря на востоке до Черного моря на западе, высоко вознеся синее знамя с изображением золотой волчьей головы над покоренными народами. Какова была судьба Каганата и какой след он оставил в истории Евразии? История тюркского каганата была извлечена из мрака забвения не так давно. Первые публикации европейских авторов появились в XVIII веке, после знакомства их с китайскими хрониками. Однако подлинной научной революцией стало обнаружение и расшифровка памятников тюркской письменности в конце века XIX. Был открыт огромный пласт мировой истории, значение которого до сего дня до конца не осознано. Первой в истории империя евразийского типа, сочетавшей скотоводческие и земледельческие уклады жизни, была держава гуннов, простиравшаяся от Корейского залива на востоке до Аральского моря на западе. Для защиты от их нападений первый император Объединенного Китая Цинь Шихуанди построил Великую стену. Держава гуннов, по-китайски «хунну», просуществовала с III века до нашей эры до II века нашей эры. После ее гибели возникло несколько гунских государств: империя Аттилы, княжество Чубань в Семиречье, а также 3 из 16 варварских царств, возникших в Китае в IV-V веках после распада империи Хань. Одно из этих варварских царств носило название Бэйлян. В 439 году оно пало под ударами войск империи Вэй. Один из князей этого гунского владения по имени Ашина с 500 семей ушел на Алтай. Они-то и стали ядром новой народности – тюрков, создавших могучий тюркский каганат и являвшихся преемником державных традиций империи Хунну. Есть замечательная работа Вадима Винцевича Трипалова о Монгольской империи. И в своем введении к этой работе Трипалов упоминает Ахмедзаки Валиди. И в частности его концепцию о том, что все кочевые империи Центральной Азии являются, в общем-то, преемниками друг друга. То есть мы видим непосредственную культурную, политическую преемственность, начиная от гуннов, через тюркский каганат, хазарский каганат, потом к монголам. Мы видим все время один и тот же повторяющийся паттерн, то есть образец политического устройства. По древней легенде, тюрки произошли от волчицы и гунского царевича, которому враги отрубили руки и ноги, а самого бросили в болото. Там его нашла волчица и родила от него 10 сыновей. Нельзя сводить этот тотем, этот культ волка только, например, тюркам. Это, в общем-то, характерно для многих народов, которые находились в стадии создания военных организаций, в состоянии покорения других народов. И в этом отношении, повторяю, это как бы символ воинской доблести военной организации. Несмотря на фантастичность предания, оно несет в себе исторический факт. Гунны, клонясь к гибели, все же успели дать жизнь другому народу, который принял этноним тюрк, что значит «сильный», «крепкий», а их правящая династия получила название Ашина по имени своего первого князя. Имя Ашина, по мнению историка Клешторного, происходит от иранского слова «асина», то есть «синий» или «голубой». В памятниках тюркской письменности тюрки фигурируют под названием Кёктурк, то есть «небесные тюрки». Да, существует гипотеза, выдвинутая, между прочим, иранистами, к которым не относятся ни Гумилев, ни Сергей Григорьевич Клешторный, специалисты по истории иранских языков. Там-то расхождение от двух только ветвей. И Ашину значит «голубой» на иранских языках, не на тюркских. Но это не значит, что этот род был ираноязычным, когда он стал правящим на тюркских государствах. Китайская хроника Таншу сообщает: Ашина – человек с великими способностями, и он признан был государем, почему он над воротами своего места пребывания выставил знамя с волчьей головою в воспоминании своего происхождения.
Не случайно китайские чиновники считали понятия «тюркский хан» и «волк» синонимами. Некая ханша говорила про своего мужа: «Хан по его свойствам есть волк». Таким образом, волк был центральной фигурой тюркского культа предков. Забегая вперед, отметим, что история этнонима башкир восходит к эпохе тюркского каганата. Именно поэтому название башкорт переводится как «главный волк» или «вожак волчьей стаи». Баш – голова, а корт – табуированное имя волка, считавшегося священным животным или тотемом тюрков. Слово «курт» в значении «волк» до сих пор употребляется в турецком, азербайджанском и туркменском языках. Для башкир, как, в общем-то, преемников древних тюрков, культ волка тоже был отнюдь не чужд. Не случайно он вошел в этноним, то есть название башкир, и изучение современного фольклора башкир показывает, что волки являются родовыми тотемами очень древних башкирских родов. То есть волк здесь является не только непосредственным предком волка или волчица, как у, например, тюрков-ашинов, но и своего рода таким советчиком, путеводителем, который привел некоторые древние башкирские роды, например, на территорию Южного Урала. Взглянем на карту мира VI века. На западе находилась мощная Восточно-Римская или Византийская империя. С востока с ней граничил Сасанидский Иран, находившийся в зените своего могущества. К востоку от Ирана лежало могущественное царство эфталитов, затем Тибет. К востоку от него начиналась империя Тоба-Вэй, объединившая под своей властью весь Северный Китай. К северу от него, в степях Центральной Азии, находился Аварский или Жуань-Жуаньский каганат. Аварский каганат господствовал в степях Центральной Азии в IV-VI веках. Название Жуань-Жуань является уничижительным прозвищем, специально придуманным китайцами и буквально означавшим «ядовитое насекомое». Ранние тюрки известны не как скотоводы в государстве Жагера, они добывали железо в горах, плавили. То есть, видите, опять металлургическая цивилизация. Положение их в Жуань-Жуаньском каганате было подневольное. Они были, так сказать, народом, который ремесленником, металлургами, рудознатцами. Тюрки жили на Алтае, богатом рудами, поэтому они освоили металлургию и промышляли тем, что плавили железо для войск аварского каганата. Но однажды тюркский князь Бумын решил освободиться от их власти. Он написал своему господину нарочито дерзкое письмо с предложением выдать за него замуж дочь. Разгневанный аварский хан ответил грубостью: «Ты, мой плавильщик железа, как ты осмелился сделать мне такое предложение?» Бумыну это только было и нужно. Он немедленно заключил союз с китайским императором Вэньди, являвшимся заклятым врагом аваров, и получил от него в жены царевну Чанле. Родство с правящим домом империи Вэй давало ему право объявить себя каганом. Вслед за этим Бумын выступил в поход. В 552 году стройные ряды тюркской кавалерии, закованные в железные латы, атаковали ставку аварского хана. Враг был на голову разбит, а их правитель в отчаянии покончил с собой. Новыми хозяевами Центральной Азии стали тюрки. Обнаруженные в конце XIX века на реке Архон в Монголии памятники тюркской письменности так описывают начало тюркского каганата. Когда вверху возник свод неба голубой, а бурая земля раскинулась внизу, меж ними род людской был утвержден и жил. Тот род людской сперва хранил Бумын-Каган, а Истеми-Каган продолжил труд его. Они закон и власть, весь тюркский каганат, крепили, берегли, держали высоко. После смерти основателя тюркской державы Бумын-Кагана ему наследовал его сын Муган-Каган, который сумел покорить своей власти Китай. Как пишет китайский летописец, он был тверд, жесток, храбр и много ума имел, занимался более войной, привел в трепет все владения, лежащие за границей. Он сделался соперником срединному государству.
Однако, как замечает историк Сергей Кляшторный, последнее утверждение не совсем точно. Каганат в эту эпоху фактически превратил оба северокитайских государства, Северные Ци и Северный Джоу, в своих данников. Особенно усилилась их зависимость при наследнике Муган-Кагана Таспар-Кагане. Конец цитаты. Муган-Каган заключил договор мира и родства с династией Джоу, а затем бросил 100-тысячную армию против царства Ци. Его преемник Таспар-Каган продолжил эту политику. Таспар-Каган цинично заявлял: «Только бы на юге два мальчика были покорны нам, тогда не нужно бояться бедности». Под двумя мальчиками на юге он подразумевал империи Ци и Джоу. Хроника Таншу сообщает: он имел намерение разгромить Срединное государство, но двор Джоу поспешил заключить с ним союз мира и родства и ежегодно давал ему 100 тысяч кусков шелковых тканей. Дом Ци также страшился их набегов и грабительств, а также истощал свои казнохранилища для платы им. Мир с 4 углов врагами полон был. Тогда Бумын-Каган и Истеми-Каган пошли войной на всех, кто тюркам жить мешал, и покорили всех и усмирили всех. Кто голову имел, заставили склонить. Колени, кто имел, заставили согнуть. Упомянутый в тексте Истеми-Каган возглавил поход тюркских войск на завоевание западных стран. Этот поход, он внешне подавался как стремление догнать своих ушедших подвластных Жуань-Жуани и аваров. И уже Жуань-Жуани бежали до Венгрии современной, а тюрки так далеко и прошли на запад, потому что они говорили, что это люди, которые теперь наши рабы. Они преследовали бегущих туда авар. И Истеми завоевывал Среднюю Азию, он вошел в контакт с Византией. Вот они дошли, так сказать, до Боспора, его конница. А Бумын-Каган в это время занимался восточной частью. Истеми Багатур-Каган, младший брат Бумын-Кагана и его соправитель Ябгу. В арабско-персидской литературе известен как Синджибу-Каган, а в византийской – Силзивул. Византийский историк VI века Минандр Протектор писал: владетель турков Силзивул, узнав о побеге аваров, которые ушли по нанесении вреда туркам, со свойственной варварам дерзостью сказал: авары не птицы, чтобы, летая по воздуху, избегнуть им мечей тюркских. Когда покончу войну с эфталитами, нападу на аваров, и они не избегнут сил моих. Угроза Истеми-Кагана была воспринята аварами всерьез, поэтому, не желая более искушать судьбу, они преодолели Карпаты и ушли в Паннонию, на территорию современной Венгрии, где создали новый аварский каганат, который на целых 2 столетия стал ужасом для соседних народов – славян, франков, византийцев. А Истеми-Каган приступил к обещанной войне с эфталитами. Государство эфталитов было одной из сильнейших держав раннего Средневековья, державшей в страхе соседние страны. Греки их называли белыми гуннами. Благодаря рисунку на костяной пластине из могильника Орлат в Узбекистане мы имеем редкую возможность видеть, как выглядели эфталитские войны. На них пластинчатые панцири и шлемы, в руках длинные копья, обоюдоострые мечи, топоры и луки со стрелами. Армянский историк V века Лазарь Парпский писал: в мирное даже время никто не мог мужественно и без страха смотреть на эфталита или даже слушать о нем, не то что идти на него войной открыто. Тем не менее, тюрки бросили им вызов. Они разбили эфталитов в союзе как раз с Ираном, понимаете? Иран в военном союзе с западным тюркским каганатом, так сказать, с Истеми и его потомками, они разгромили эфталитскую державу, поделили пополам. Выдав свою дочь по имени Каен, что значит «береза», за персидского шаха Хасроя Ануширвана, Истеми-Каган заключает союз с Сасанидской империей, а затем обрушивается на врага. Арабский историк Табари пишет: Каган Синджибу был самым сильным, храбрым и могущественным из числа турок
и у него было больше всех войск. Он был тот, кто вступил в сражение с Варзом, царем эвталитов, не устрашившись многочисленностью и силой эвталитов. И он убил царя Варза и все его войско, захватил их богатство и овладел их страной. Долгое время транзитные пути вот этого Великого Шелкового пути контролировались Ираном. И в этом отношении создание Тюркской империи позволило монополию Ирана в какой-то степени ограничить, поскольку теперь тюрки создали, в общем-то, возможность мирного, спокойного продвижения караванов с шелком вплоть до границы с Византией и дальше в Западную Европу. Таким образом, экономическая и геополитическая конкуренция между тюркским каганатом и Сасанидской империей привели к разрыву отношений между бывшими союзниками. Тюрки, как до них гунны, стремились завладеть Великим Шелковым путем. Понимаете? И эта дорога вела через Иран. И первые отношения были очень хорошие. Там даже династийные браки были. Иран, так сказать, принимал смену начальства над Великим Шелковым путем. Но в один прекрасный день иранцы посчитали это невыгодным. И на глазах у посольства сожгли принесенный шелк. Тот шелк, который тюрки везли. И поэтому тюрки пошли искать другую дорогу. И захватили Кавказ в обход Ирана. И вот через Дербент, через эту самую Дарьяльское ущелье и так далее, и вышли к Черному морю. Выйдя к Черному морю, тюркские войска захватили Боспорское царство в Крыму и отправили посольство в Константинополь, где был заключен военный союз против Ирана. Таким образом, преследование аваров с одной стороны и поиски альтернативных путей торговли шелком с другой заставляли тюрков все время двигаться на запад. К 70-м годам VI века тюркский каганат превратился в огромную Евразийскую империю, которая начиналась у вод Корейского залива, а заканчивалась на Крымском побережье Черного моря. Вся транзитная торговля между Востоком и Западом оказалась под его контролем. Например, в Византии торговля шелком давала огромную прибыль, поскольку византийцы переправляли китайский шелк дальше на запад, уже непосредственно в Рим, и долгое время не удавалось раскрыть секрет как раз-таки изготовления тканей вплоть до 533 года, когда в Византии были тайно переправлены личинки шелкопряда. До этого времени, я повторяю, шелк служил просто валюты. Так же, как, например, для России в XVI веке такой валютой служили меха, пушнина. Тюркский каганат установил постоянную коммуникацию между странами Средиземноморья, Передней Азии и Дальнего Востока, а также стал проводником первой в истории глобализации. Философ-евразиец Петр Савицкий писал: «Военная история кочевого мира – это как бы взрыв атома. Ни одна историческая среда не может, пожалуй, дать такого подбора образцов военной годности и доблести, которые дает кочевой мир». Всего лишь за 20 лет непобедимые тюркские войска завоевали значительную часть Евразии. Все центры силы тогдашнего мира – Византия, Иран и Китай – искали дружбы с тюркским каганатом. Китайские поэты в это время воспевают образ жизни тюрков, а византийцы увлечены модой на их одежду и прически. На гранитном ложе императора династии Северная Джоу высечены рисунки, благодаря которым у нас есть возможность представить себе внешность тюрков. Мы видим суровых усатых мужчин с длинными волосами, скачущих на конях. Вот они играют на музыкальных инструментах и поют, у них лихо закрученные кверху усы, вот они играют в кости. Хроники династии Джоу и Суй оставили их словесное описание. Распускают волосы, левую полу носят наверху, живут в палатках и войлочных юртах, переходя с места на место, смотря по достатку в траве и воде. Занимаются скотоводством и звериной ловлей, питаются мясом, пьют кумыс, носят меховое и шерстяное одеяние. Из оружия имеют роговые луки со свистящими стрелами, латы, копья, сабли и палаши. Знамена с золотою волчьей головой. Телохранителей называют буре, что значит волк,
в знак, что они помнят свое происхождение от волка. Искусно стреляют из лука с лошади. По природе люты и безжалостны. За славу считают умереть на войне, за стыд кончить жизнь от болезни. Тюркские надписи воспевают свою державу. Отважнейший Каган отважного сменял, мудрейший принимал от мудрого свой трон, и те, кто доводил законы до людей, все были как один отважны и мудры. Все беки, весь народ правителям верны, хранили свой уклад, крепили каганат. Со временем Великий Тюркский каганат разделился на две части. Западный Тюркский, в котором правили потомки Истеми Кагана, и Восточный Тюркский, где царствовали потомки Бумына. Этот последний находился в непосредственной близости от огромного Китая, культурное и экономическое влияние которого пагубно отражалось на его состоянии. Попав в экономическую зависимость от Китая, восточно-тюркский каганат утратил независимость политическую. Вот как об этом сообщает надпись в честь Кюль-Тигина. «Все беки, весь народ, не уважая власть, китайцам предались, посул, обман и лесть. Китайских ловкачей поссорили их всех. Со старшим младший жил в раздоре и вражде. Со всеми все дрались, друг друга не щадя. Китайцам удалось так тюрков расслоить, что стал Каган никем и стал народ ничем». Целых 50 лет тюрки жили в подданстве у Китая. Их знать занимала высокие придворные посты при дворе династии Тан, училась в конфуцианских академиях, а тюркские войска тем временем сражались в горах Тибета, тайге Сибири и джунглях Индокитая за чуждые им интересы. Тюрки тяжело переносили подчинение Китаю, воспринимая его как утрату собственной идентичности. Тогда народ сказал правителям своим: «Ведь я народом был и многих побеждал, и царство разрушал, и многих подчинял. Народом прежде был, а кто же я теперь? Был у меня Каган, а где он, мой Каган? Кому я отдаю все силы, все труды?» Память о своем прежнем державном величии не давала им покоя. И вот в 682 году тюркский царевич Кутлук вдруг поднял синее знамя с золотой волчьей головою перед своим полком, состоявшим из 700 всадников, и объявил войну Китаю. Царевич Кутлук, счастливый, служил офицером в округе Юньчжун. В 689 году возглавил восстание восточных тюрков против Китая. После восстановления тюркского каганата принял титул Ильтериш-Каган, то есть Каган, возродивший страну. Чем это восстание было вызвано? Это, конечно, утрата своей культурной идентичности. Китай очень жестко подходил к вопросам ассимиляции. Достаточно сказать, что, например, калмыки, которые переселились в Китай в 1772 году, уже через поколение исчезают. То есть основная задача Китайской империи заключалась в быстрой ассимиляции, быстрой оккультурации прежних кочевников. Восстание увенчалось успехом. Восточно-тюркский каганат был возрожден. Что касается западного каганата, то он распался на ряд других государств. Однако в его недрах сложились многие тюркские народы, в частности, башкиры. Описывая конфедерацию западно-тюркских племен Теле, китайская хроника Суйшу, составленная в 643 году, сообщает: предки Теле есть потомство Хунну. Родов больше всего. От Фулинь, то есть Византии, на восток живут Энчу, Аланья, Башукили, Фувахунь, около 2 раз по 10 тысяч человек. Упомянутые к востоку от аланов, чьи земли простирались тогда до Приоралья и Южного Урала, племя Башукили, по мнению ученых, и есть башкиры. В сообщении хроники Суйшу мы имеем самые ранние из известных науке упоминаний о башкирах. Таким образом, этноним «башкорт» среди других тюркских имен, имеющих живых носителей, на сегодняшний день является одним из самых древних. Исчезли тюрки, агузы, тюргеши, кемаки, хазары, волжские булгары, печенеги, а их современники-башкиры живут и поныне.
как живое свидетельство грандиозной эпохи тюркского каганата.